صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Дальше. Следующий вид из этого хадиса – китля, то есть убиение, если дозволено его совершение, то оно должно быть каким? Совершать его наилучшим образом, то есть наиболее легким способом, хорошо, но при этом не нарушая рамки шариата. Не нарушая рамки шариата. То есть, если это убиение животного какого-то, которое вредное, хорошо, то мы сказали так, чтобы он не мучилось. Если это смертная казнь и так далее, то здесь, так как установил Аллах Субхану Тааля, это будет ихсан. Дальше. Следующий вид из этого хадиса – забивание животного наилучшим образом. То есть, ихсан вот здесь, при закалывании, при резании животного. А в чем будет ихсан? Чтобы сделать это так, как учит Коран и Сунна. Мы должны сказать, что забх, что такое? Резание животных, имеет свои условия. Давайте поговорим об этих условиях. Первое условие при резании животного – это ахлияту забих. То есть тот, кто режет, должен быть пригоден для этого. Пригодность того, кто режет животное. Резать животное может только либо мусульманин, либо китаби. Китаби кто? Человек из людей Писания, либо иудей, либо христианин. Хорошо? Животное, зарезанное другими, не мусульманином, не иудеем, не христианином, такое животное есть нельзя. Хорошо? Это не будет считаться зарезанным животным. Это будет в разряде что? Мертвечины. В разряде мертвечины. Если, например, идолопоклонник, хорошо, или кто-то там, какой-нибудь индуист, или кто-то хорошо зарежет, то есть нельзя будет. То же самое касается вероотступника, конечно, потому что он уже не относится ни к мусульманам, ни к ахлюль китаб. Хорошо, вероотступник. Хорошо, кто скажет, а где доказательства, что можно есть животных, которые зарезали ахлюль китаб, то есть люди Писания, иудеи и христиане? Где доказательства? Это Коран. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Ва тааму аллазина утул китаба хиллун лакум ва таамукум хиллун лахум». И пища обладателей Писания дозволена вам, и ваша пища дозволена им. Пища, что подразумевается под пищей здесь? Подразумевается мясо, зарезанное, животное. Откуда мы взяли это? Ибн Аббас, ради Аллаху тааля анху, хорошо, толкователь Корана, которого похвалил пророк алейхиссалату вассалам, из-за которого помолился пророк алейхиссалату вассалам, он сказал, что речь идет о чем? О ком? Мясе. Речь идет о мясе. Хорошо? Речь идет о мясе. Люди Писания это кто? Иудеи и христиане. Это первое условие. Аглиету забих, то есть пригодность того, кто режет, да, для резания. Понятно. Второе. Инструмент, которым осуществляется резание, должен быть дозволенным для резания. Все, что проливает кровь животного, будь то это нож, хорошо, из железа, или это будет из камня, или это будет из серебра, или из золота, хорошо, или это будет тростник, хорошо, взята вот эта вот тростинка от него, которую вот режут. Все, что годится для того, чтобы пролить кровь, если это при помощи этого можно пролить кровь, то это годится для чего? Для резания. То есть это животное можно есть. Резать этим можно. Пример этого, доказательство, вернее, этого, пророк алейхиссалату вассалам говорит: «Ма анхара дама ва зукира смуллахи алейхи факуль». Если зарезано тем, что проливает кровь и помянуто имя Аллаха, над этим тогда ешь. Тогда ешь. Ангараддам, то есть то, что проливает кровь. Ну, как мы сказали, пусть это будет камень. Если он проливает кровь, острый камень, проливает кровь этого животного, тогда что можно это есть? То есть вот это зарезанное животное будет дозволенным уже потреблению в пищу. Исключением являются две вещи, резать которыми нельзя. Резать которыми нельзя. Первое – это зубы. Зуб. Второе – это ногти. Второе – это ногти. Пророк алейхиссалату вассалам сказал, объяснил это, почему нельзя. Он сказал: «Массин фаазмун». Зубами нельзя резать, потому что это кости. «Амма зуфр фамудар хабаша». Что касается ногтей, то это ножи эфиопов. То есть пророк алейхиссалату вассалам объяснил причину, почему нельзя резать зубами, почему нельзя резать ногтями. Что касается зубов,
Почему нельзя ими? Пророк говорит, потому что это кости. Посмотрите, причина, потому что это относится к костям. Отсюда делают уляма какой вывод. Значит, все, что подпадает под эту причину, хорошо? Все, что подпадает под эту причину, резать этим нельзя. Объяснена причина – кость. Значит, не только зубы, а вообще все кости. Резать ими нельзя. Зуб, потому что он входит в категорию костей. Раз Пророк назвал кость, то, что зуб – это кость в качестве причины, отсюда мы делаем вывод, что значит все, что подпадает в эту причину. То есть все кости резать ими нельзя. Почему нельзя резать костями? Ну, мудрость этого понятна, почему нельзя резать костями. Если это кость от мертвечины, то есть от животного, которое нельзя есть, хорошо? Падали. Если это кость падали, мертвечины, тогда это будет что? Это будет наджаса. Это будет скверно. Как ты скверный будешь резать животное? То, что является скверным, нечистым, ты будешь им резать свое животное, нельзя. А если это кость, которая не является наджасой, то есть это кость животного, которое было зарезано, хорошо, как положено, тогда почему нельзя? Да потому что эти кости – это пища джиннов. Это пища джиннов. Если человек берет эти кости и режет ими животных, то он портит эту пищу для джиннов. Пачкает эти кости чем? Наджаса, потому что кровь, которая проливается из горла животного, когда режет его, это что? Это наджаса, это скверно. Если режет человек костью, то значит он что? Пачкает скверной. То, что является пищей для джиннов. Когда пророк алейхиссалату вассалам прибыли джинны, пророк алейхиссалату вассалам сказал: «Лакум куллю азмин зукира смуллахи алейх». Вам будет всякая кость, от которой помянуто имя Аллаха, то есть животным, от которым помянуто имя Аллаха, при резании. Таджидунаху ауфара ма якуну лахма. Вы будете находить на нем обильно мяса. Хорошо? То есть, как может быть много мяса, вот столько будете находить. Хорошо? Максимально много будете находить на таких костях мяса. Кто-то скажет, что-то я смотрю на кости и не вижу там никакого мяса, как они... Одна голая кость, как это будет для джиннов еда, как-то может быть много мяса на нем. Мы скажем: ты веришь в пророка алейхиссалату вассалам? Ты веришь посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям? Веришь в Аллаха посланника? Если скажешь, что ты веришь, значит должен верить в это. Пророк алейхиссалату вассалам не говорит от себя, не говорит по пристрастию. Раз он говорит, значит так это. Во-вторых, мир джиннов – это же не наш мир, это другой мир. Мир невидимый, мир скрытый. Там действуют свои какие-то установления. Хорошо? Которые мы не видим нашими глазами. Да, для тебя это кость, которой ты на ней не видишь мяса. Для него что? Он находит на ней много мяса. Поэтому пророк алейхиссалату вассалам сказал человеку, который проспал утренний намаз, сказал, что сатана помочился ему в уши. Хорошо. Ты, конечно, не видишь этого, но это уже алим гайби, то есть мир скрытый. Итак, нельзя резать чем? Зубами, нельзя резать костями. Что касается... Костями нельзя резать. Второе, это что? Ногти. Ногтями нельзя резать. Почему? Пророк сам объясняет почему. Потому что это, говорит он, ножи эфиопов. Ножи эфиопов. О чем идет здесь речь? Это не значит, что теперь, если эфиопы какими-то ножами пользуются, мы не имеем права пользоваться этими ножами. Нет. Почему? Да потому что они отращивали ногти. Отращивали их для того, чтобы резать потом животных. Отращивание ногтей, чтобы они были длинными, это запрещено. Потому что длинные ногти – это источник инфекции, это грязь, хорошо, это противоречит фитре, естеству. Нельзя делать этого. Если человек будет резать ногтями, он будет уподобляться вот этим вот людям, которые неверующие, которые отращивают для этого ногти. То есть причина здесь ясна. Итак, значит, второе условие какое для резания мы сказали? Это предмет должен быть дозволенным. Любой предмет острый, который проливает кровь, кроме чего? Зубов, костей и ногтей. Дальше. Третье условие. Должна быть пролита кровь. Должна быть пролита кровь. Каким образом? Путем перерезания двух шейных сосудов с двух сторон. Шейные сосуды, которые называются аль-вададжан, должны быть перерезаны. Почему именно они? Да потому что эти сосуды, когда их перерезаешь, то кровь выходит обильно, потому что туда поступает непосредственно самых крупных сосудов, от аорты, хорошо идет туда кровь. Поэтому кровь выходит обильно, не остается практически крови потом в теле животного. Доказательство на это условие резания, пророк алейхиссалату вассалам говорит: «Ма ангараддам».
да, мы сказали хадис, то, что проливает кровь. Значит, проливание крови необходимо. Хорошо, является ли условием также перерезать, помимо вот этих вот шейных сосудов с двух сторон, обязательным ли является также условие перерезать гортань, перерезать пищевод или нет? Условие или нет? Вне всякого сомнения, если человек перерезает все 4 органа, то есть 2 сосуда с двух сторон, плюс пищевод, плюс гортань, это лучше. Это лучше. Но если не перережет пищевод и гортань, то что? Все равно есть это животное можно. Хорошо? А если перережет пищевод и гортань, но не перережет сосуды, тогда нет. Потому что не будет условия какого? Пролития крови. Хорошо? Пролитие крови, выход крови не будет осуществлен. Дальше. Является ли условием, это вопрос, что нужно перерезать шею вверху или в середине или внизу? Если перережешь не там где-то, надо в середине, ты перережешь сверху, то значит не будет. Действительно, нет, это не условие. В каком месте шеи не будет перерезано, что животное будет дозволено в пищу. Следующее условие, это какое по счету? 4 условие, это поминание имени Аллаха Субхану ва Тааля. Это условие обязательное, потому что пророк алейхиссалям говорит: «Ма ангараддам ва зукира смуллахи алейхи факуль». То, что пролило кровь и на чем помянуто имя Аллаха Субхану ва Тааля, над чем помянуто имя Аллаха Субхану ва Тааля, это ешь. Это условие обязательно. Это смея сказать бисмилля. На это указывает аят в книге Аллаха Субхану ва Тааля. «Валя такулу мимма лям юзкар исмуллахи алейхи ва иннаху фиск». Не ешьте то, над чем не помянуто имя Аллаха, ибо это нечестие. Посмотрите. Если не помянуто имя Аллаха, то такое животное, что запрещено в пищу. А если человек забыл сказать, можно тогда есть. Есть разногласия среди ученых. Но Аллаху Та'аля алям, все-таки более безопасно не есть. Что нельзя. Почему? Потому что сказано, не ешьте, над чем не помянуто имя Аллаха. И не сказано при этом по забывчивости или не упомянуто, или почему не упомянуто. Хорошо. Но даже если забыл, все равно нельзя есть. Некоторые люди возражают и говорят: ну как же? Ведь Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Раббана ля туахизна ин насина вахтана», Господь наш, не взыскивай с нас, если мы забыли или ошиблись. И Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Фаальт», да, я принял эту вашу мольбу. Не буду взыскивать за вас, если вы сделали что-то по забывчивости. Хорошо? Или по ошибке. Мы скажем: а кто сказал, что с этого человека взыскивается? Мы не говорим, что о нем нет греха. Да, он забыл, о нем нет греха. Мы сейчас говорим лишь о недозволенности, что употреблять в пищу это мясо. Хорошо? А не о том, что о нем грех. Дальше, другое возражение. Говорит: ну как же корова, которая стоит $1000, сейчас взять и выкинуть это? Хорошо? Или дать собакам? Что мы скажем? Это значит губить имущество. Это исраф, говорят люди. Это губить имущество. Что мы скажем? Губить имущество – это когда человек поступает с имуществом не по праву, не как приказывает Аллах. Здесь оставляется это мясо по приказу Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому это не называется губить имущество. Хорошо? Если у человека, предположим, есть $40 миллионов, ну это такой богатый человек, сколько будет закат, который он должен платить в году? Сколько? Сколько? А? Миллион долларов. Хорошо? Кто скажет: ну как же это сейчас, это исраф, это выкинуть. Можем мы назвать это исрафом, расточительством, выкинуть на ветер деньги? Нет. То, что оставлено ради Аллаха, никак нельзя назвать, что выкинутым на ветер или испорченным имуществом. Дальше. Еще что заставляет склоняться к правильности мнения, что даже забывчивость не является здесь в данном случае что поводом для дозволенности. Если сказать, даже когда забыл, заставить человека в будущем вспоминать про бисмилля. Хорошо? Он 10 раз, может быть, будет говорить, чтобы только не забыть бисмилля. Уже 1 раз он уже что вот так вот корову или барана, хорошо, пришлось ему выбросить. Хорошо? Поэтому, конечно, он уже никогда не будет забывать говорить бисмилля после этого. Так это. Некоторые говорят, выступают, например, против хадд, да, наказания ворам в исламе, говорят, как это так, и начинают нападать на это установление Аллаха Субхану ва Тааля, и говорят: это получится, что у вас полнарода будет без рук ходить. Что мы скажем таким людям? Таким людям скажем: ну, во-первых, почему ты так про народ плохо думаешь? Хорошо. Ты, получается, сейчас говоришь про свой народ, что у тебя половина народа это воры, что ли? Это во-первых. А во-вторых, если 1 раз или 2 раза это будет осуществлено правителем, хорошо, властью, то тогда что? Уже никто потом не будет этого делать, или мало кто покусится на это.
Итак, если человек забыл все-таки сказать бисмилля, то правильно, что это также есть нельзя. Еще об одном исключении мы должны сказать, братья. Мы сказали с вами, что условием является что перерезать? Сосуды шеи у животного, чтобы можно было есть. Исключением является только тот случай, когда невозможно это сделать. Невозможно это сделать. То есть животное, например, вырвалось и убежало, верблюд, вырвался и убежал, и невозможно его догнать. В таком случае животное переходит в разряд дичи, то есть животное, на которое охотится. В таком случае уже что, если человек скажет бисмилля и выстрелит в него, можно есть будет. Почему? Потому что у него не было возможности перерезать. Или животное упало, например, в глубокий колодец, достать его невозможно. Тогда хоть в какое место, если это животное заколят, есть мясо будет, что можно. С именем Аллаха Субхану ва Тааля можно. Другой вывод из этого хадиса – обязательность наточить нож. Мы говорим, хукм этого какой? Ваджиб. Хукм ваджиб, братья. Не просто желательно наточить нож. Это обязательно. Тем, которые занимаются резанием животных, должны это учесть. Хорошо, если человек зарезал тупым предметом, будет ли мясо дозволено в пищу? Да, мясо в пищу будет дозволено, но на человеке грех за то, что он мучил это животное, когда резал его тупым ножом. Дальше. Нельзя точить нож в присутствии животного, на глазах у него. Делать это нельзя. Почему? Потому что животное видит это и понимает, зачастую понимает, что это готовят для него. Поэтому нужно скрыто от него это делать. И нельзя резать одно животное в присутствии другого животного. Почему? Потому что это тоже доставляет мучения. Животному видеть, как соплеменника его режут хорошо при нем. Поэтому делать этого нельзя. Дальше. Хадис указывает нам на обязательность чего? Того, чтобы животное не мучить ни в коем случае, а сделать вот это закалывание наилучшим, самым легким для животного образом. Еще один вопрос, завязывать животному передние, задние лапы, как этот вопрос вообще, как правильнее? Правильнее, что делать этого не нужно. Правильнее, что делать этого не нужно. Пророк, когда резал овцу, резал барана, он просто клал свое колено на боковую поверхность шеи животного, хорошо, и резал его. Потому что, когда завязывают руки и ноги, то для животного сложнее, во-первых. Во-вторых, для качества мяса лучше, если ноги не будут связаны, руки не будут связаны, не будут их держать. Почему? Потому что когда животное вот так дрыгает руками, передними лапами, задними лапами, в арабском языке допустимо говорить руки и ноги, хорошо, в отношении животных, в русском нет. Передние и задние лапы будет двигать ими, то кровь будет что выходить лучше, выйдет кровь из организма животного. А еще некоторые делают еще того лучше. Берут переднюю лапу, левую, и за шею животного, за голову ему, хорошо, закидывают ее, заламывают и потом режут. Нет, это тоже нельзя делать. Не следует делать этого. Дальше, некоторые что еще делают? После того, как они уже перережут горло, говорят, чтобы животное не мучилось, берут, ломают ему шею, чтобы быстрее умерло. Говорят, они не мучились. Что скажем, тоже не нужно, потому что это доставляет дополнительные мучения и боль животному. Оставь, все это перерезали, как положено, дальше уже не нужно мучить это животное. Ну и, конечно, из этого хадиса делают уляма вывод, что если приходится человеку применить при воспитании детей такую меру наказания. Ну, конечно, это не должно быть первой мерой наказания. У людей, к сожалению, мера воспитания первая сейчас это бить детей сразу. Но если пришлось уже побить ребенка, хорошо, то ни в коем случае нельзя делать это как, чтобы это было больно или наносило увечья, хорошо, ребенку, какие-то страдания сильные ребенку, нельзя. Поэтому ученые говорят, что если человек, воспитывая ребенка, вот так вот переборщил, и ребенок умер из-за этого, то тогда это уже не оправдание для родителя. Хорошо, он будет нести за это что? Ответственность, как положено по шариату, нести ответственность за убийство. Хорошо. Это вкратце то, что касается данного хадиса. Ва саллаллаху салям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббил алямин.